это Сёла, и если вы сейчас подумали, она опять снимает новости, то да, опять. А вы знали, что китаец оставил свою маленькую 6-летнюю внучку на целый месяц в спа-салоне? Дело было так. Дедушка с внучкой приехали в спа-салон. После принятия ванн мужчина вспомнил, что он забыл свой кошелек дома и отправился домой. А свою внучку он оставил в залог. И, конечно же, он обещал вернуться. Но знаете, он не вернулся. Так меня еще удивило, как действовал сам спа-салон по отношению к этой девочке. Несмотря на то, что дедушка не приходил за своей внучкой около нескольких дней, то есть это должно уже было как-то смутить их. Они оборудовали этой маленькой крохе спальное место. Позже они даже привезли туда телевизор, начали покупать ей еду и одежду. Но меня вообще поражает вся эта ситуация. То есть оставлять маленьких девочек в неизвестных заведениях, а также этим заведениям содержать девочек, которых они не знают, это нормально. Что у них в Китае там вообще творится? А вот ресторан мексиканской кухни из Сан-Антонио раздел своих официанток, чтобы привлекать больше клиентов. Словом, теперь у них там совершенно нет дресс-кода. И даже владельцы ресторана рекомендуют одевать им кружевное белье, мини-шортики, мини-юбки, коротенькие, маленькие, прозрачные маленькие. Словом, то, что очень хорошо обнажает тела девушек. И, между прочим, владелица ресторана женщина. Таким способом она решила сделать в своем заведении более дружную и веселую обстановку. И знаете, мне кажется, у нее получилось. Конечно, не каждый посетитель ресторана отреагировал на это по-своему, и я даже знаю, кто был за, а кто был против. И, между прочим, одна из официанток выразила свое мнение. А мне нравится моя новая униформа, ведь клиенты-мужчины, хоть раз зашедшие в этот ресторан, всегда возвращаются вновь. И, кстати, если вы подумали, что я голая, то у вас очень плохая фантазия. А знаете, по-моему, все же это неплохая идея. А вот студентка из Британии рассказала о своей не совсем обычной фобии. Ну, в общем, она боится томатной пасты. И однажды ее подруга, чисто случайно, капнула на ее одежду кетчупом. И это дошло до того, что у девушки поднялась такая истерика, что она просто выбросила свою рубашку в мусорное ведро, пошла в душ и начала плакать. Каких только у людей нету фобий. Между прочим, эта девушка рассказала: знаете, я с детства не любила кетчуп, и однажды, взглянув на него, он испугал меня. И с тех пор мой страх стал нарастать. И теперь посмотреть на тарелку томатного супа равносильно для меня, что взглянуть в ад. И вы знаете, я отчасти понимаю эту девушку, потому что я, так же как и она, обладатель некой глупой фобии. И возможно вам покажется это глупым и смешным, и вы подумаете, ну как этого можно бояться? Но я боюсь пупырок. Нет, не пупырок из Adventure Time, а вот таких бугристых холмиков на поверхности. И просто при виде них меня... И я такая: о, уберите меня от них. И поэтому, если вы, так же как и я, и эта девушка, обладаете некими глупыми страхами, то можете не стесняться и написать в комментарии, и мы вместе поржем над нашими глупыми фобиями. Пау, ну а с вами была Виолетта Сёла. Я надеюсь, вы узнаете для себя что-то новое и интересное. Удачи, да пребудет с вами сила. Пока-пока.